Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В сводках сайта Министерства экологии Республики информирует, что в Якутии наблюдается рост количества лесных пожаров в связи с установившейся аномально жаркой погодой и возросшей грозовой активностью. Сегодня разговор пойдет о ситуации с лесными пожарами, промежуточных итогах пожароопасного сезона. Гость в нашей студии Андрей Коноплев, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как начался пожароопасный сезон в этом году? Пожароопасный сезон 2023 года начался более-менее благоприятно. Республика Саха-Якутия хорошо готовилась, получила оценку «Готова без ограничений». Это серьезное событие. То есть за последние 5 лет республика не получала такой высокой оценки. Ожидали пик возникновения лесных пожаров в конце мая, в начале июня, которые в первую очередь связаны с деятельностью человека. Это причины выжигания сухой растительности. Соответственно, большую работу провели с органами местного самоуправления, сельхозтоваропроизводителями. Большую профилактическую работу наши лесные инспектора провели, не допустили всплеск вот этих пожаров, которые переходят на июнь месяц. Пожары были, но они возникали не в больших количествах, порядка максимально по 5 пожаров в сутки, которые в эти же сутки были ликвидированы. К прохождению пожароопасного сезона была оценена на оценку «Готова без ограничений». Мы ожидали всплеск пожаров в конце мая, связанных с сельхозпалами в первую очередь, но смогли ситуацию удержать благодаря профилактической работе, взаимодействию с органами местного самоуправления. Отработано с сельхозпроизводителями, введен запрет на выжигание. Наши инспектора работали на земле, как говорится, не допускали нарушения правил пожарной безопасности. И вот этот первый планируемый пик мы практически нивелировали. Горимость у нас шла примерно, не больше 5 пожаров в сутки возникало, и в течение суток они оперативно ликвидировались. Ну вот, кстати, да, в этом году было проведено очень много профилактических рейдов среди работников сельского хозяйства, чтобы они не допускали палов. Но все-таки пожары в нашей республике происходят. Какова основная причина возникновения? Если сегодня оценивать ситуацию, ситуация в республике сложная. С 3 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с тем, что на территориях 2 муниципальных образований, это Усть-Майский район, Алекминский район, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанный с лесными пожарами. В Усть-Майском районе связано с большим количеством пожаров, а в Алекминском было связано с задействованием практически всех сил и средств лесопожарных формирований, которые дислоцируются в Алекминском районе. На сегодняшний день количество действующих пожаров составляет 23 лесных пожара действуют. В основном по районам, у нас получается в Усть-Майском основной пик 33 лесных пожара действует. На тушении всех лесных пожаров задействовано 686 человек, в том числе 81 человек – это местное население и мобилизованные люди с предприятий районов, которые помогают бороться нам с лесными пожарами. Основная вспышка пришлась как раз на прошедшие выходные. Примерно с 27 числа у нас устоялся антициклон в центральной части республики. Температура начала средняя суточная повышаться, отсутствовали осадки, но в то же время по периферии данного антициклона шла активная грозовая активность, в результате которой мы начали ежедневно обнаруживать вначале 12, потом 18, и этот пик доходил до 30 пожаров, до 35 пожаров в сутки. Соответственно, сейчас тенденция уже идет к снижению, пожары также продолжают выявляться космическим мониторингом, авиационным мониторингом, но мы видим, что пик основной, он пришелся как раз с 29 по 29 июня и 1 июля. Сейчас уже пик идет на снижение, но он нам нащелкал большое количество пожаров. С чем связана затрудненность тушения, что данные пожары в основном все на удаленной территории находятся.
в горной труднодоступной местности. По возможности стараемся все эти пожары обслуживать, они у нас в зоне контроля находятся. То есть мы обслуживаем в основном свою территорию, охраняемую, но, скажем так, для снижения площадей, чтобы подойти к исполнению указа президента Российской Федерации, мы реагируем практически на все возникающие пожары. На сегодняшний день, как я сказал, уже свыше 600 человек задействовано на пожары. Мы силы в центральной части стараемся на вот эти удаленные территории пока что не направлять, потому что боимся, что может вспышка быть в охраняемой территории. Что мы делаем, чтобы бороться, с пожарами? Мы отработали с соседями, то есть это региональные авиабазы с Бурятии. К нам дополнительно выехала группировка. Сегодня прибывает Ан-26 Усьма из Улан-Удэ. На борту будет 25 парашютно-десантной службы Бурятского авиаотделения, которые приступят непосредственно к тушению пожаров в Усть-Майском районе. Также рассматриваем задействование нашей аэромобильной группировки, которая в республике сформирована, вошла в сводный план. Это по линии МЧС и ГПС республики, то есть по пожарные службы. Надеемся, что они тоже подключатся своевременно и тоже примут участие в тушении лесных пожаров. Кстати, обыватели часто задаются вопросом, зачем в новостях говорят отдельно о природных, отдельно о ландшафтных пожарах. Разве это не одно и то же? Вот в чем все-таки разница? Да, тут я считаю, что, конечно, разъяснить надо людям. То есть законодательно эти пожары разделены. То есть те пожары, которые происходят на территории лесного фонда, они являются лесными пожарами. И мы занимаемся непосредственно тушением и охраной данной территории. А ландшафтные пожары, они располагаются на территориях иных категорий. То есть это земли сельхозназначения, земли населенных пунктов. То есть на них наши полномочия не распространяются. И те средства, выделенные на пожары и тушение и охрану территорий, мы не можем использовать свои силы, средства и людей на тушение данных пожаров. Для этого разработан порядок тушения этих пожаров и закреплено за Государственным комитетом по жизнеобеспечению республики. И они уже силами либо добровольных пожарных дружин, которые в районах имеются, либо силами Государственной пожарной службы занимаются этими пожарами. Какие сейчас способы мониторинга проводятся? Мониторинг проводится у нас классически, это авиационным методом, то есть он тоже бывает активный, бывает неактивный. Активный — это когда на борту самолета находится группа парашютистов, которые непосредственно при обнаружении сразу оперативно реагируют. Есть неактивный, то есть когда летчик-наблюдатель на легкомоторном самолете осматривает территорию, видит пожар и передает ее уже в авиаотделение, оттуда поднимается вертолет с необходимой группировкой. И в каждом есть свои плюсы. Легкомоторный, у него запас хода больше, то есть он большую территорию может осмотреть, дольше находиться в воздухе. Соответственно, больший маршрут в километрах он покрывает. А сколько всего уже было ликвидировано возгораний с начала пожароопасного сезона? С начала пожароопасного сезона ликвидировано уже более 90 лесных пожаров. Вот хочу отметить, что в зоне контроля мы затушили более 40 лесных пожаров, что они, как говорится, мы пресекли возможность возвращения этих пожаров из зоны контроля в большей площади. К сожалению, на сегодняшний день много пожаров у нас находится на приостановке в связи с удалением и невозможностью применения человеческих ресурсов. То есть это горная местность, куда невозможно ни парашютистов выбросить, ни людей. То есть людей высадить можно, их забрать нельзя, потом оттуда некуда вертолету приземлиться, потому что отвесные горы, каменистые россыпи, плюс работы по тушению на сегодняшний день осложнены высокой температурой, потому что из-за высокой температуры плотность воздуха другая, и воздушное судно не может по полной загрузке, с полной экипировкой взять необходимое количество человек на борт, особенно на удаленные точки. И, допустим, при планируемой доставке 12 человек на сегодняшний день, когда жара стояла, мы могли доставить там 5 человек всего лишь. Соответственно, что тоже влияет на оперативность тушения
и принимаемые меры. А вообще сейчас есть угроза для населенных пунктов каких-то? На сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет, объектам экономики нет, то есть пожаров в 10-километровой зоне от населенных пунктов нет. То есть постоянно пожары, по которым принято решение по приостановке, они, как я говорил, они на удаленной местности находятся и постоянно контролируются посредством космического мониторинга. То есть мы следим за развитием. Соответственно, если они приостановлены в случае угрозы населенного пункта, да, то есть если сложатся так обстоятельства, в любом случае та часть пожара, которая будет направлена на населенный пункт либо объект экономики, будет точечно оккупироваться, отжигаться, либо приниматься меры по ликвидации и остановке каких-то угрожающих промок. Пожалуй, самая страшная пожароопасная обстановка у нас в республике складывалась в 2021 году. Вот по сравнению с 2021 годом, какие меры помогли минимизировать количество лесных пожаров? Да, 2021 год был катастрофический, я бы его назвал, да, то есть даже, по-моему, его можно отметить на глобальном уровне, то есть про республику все говорили, все видели, какие площади у нас проходят огнем. На тот момент у нас порядка свыше 7 миллионов гектар было пожарами пройденная площадь огнем. Соответственно, 2021 год дал нам хороший урок, была проанализирована работа. В первую очередь, после 2021 года увеличено финансирование, мы увеличили группировку свою региональную. Сегодня она составляет 1203 человека. По федеральным субвенциям содержится 1119 человек. И плюс благодаря средствам, которые выделены главой республики, мы дополнительно еще набрали человек и увеличили до 1203. Это один момент. Соответственно, большее количество группировок плюс финансирование увеличенное позволило нам увеличить часы авиационного мониторинга. Практически 5000 часов у нас на сезон законтрактовано воздушных судов, и, соответственно, мониторинг проводится в той кратности, которая законодательством предусмотрена. То есть, если при высоком классе положено 2 раза летать, сейчас летают 2 раза. В 2021 году было недофинансирование, и, соответственно, и мониторинг не могли осуществлять в полной мере. И, соответственно, сил не хватало оперативно реагировать на складывающуюся пожарную обстановку. Плюс последние 2 года республика ведет эксперимент по искусственному вызыванию осадков. То есть у нас на территории республики на данный момент базируются 2 зондировщика, которые занимаются воздействием на ресурсную облачность с целью вызывания искусственных осадков для снижения классов пожарной опасности. Также они немаловажную роль играют, потому что при воздействии где-то они снижают опасность возникновения в одном районе, когда мы все задействованы в другом. На сегодняшний день эти самолеты активно используются. Плюс в запасе у нас еще один зондировщик ФБУ «Авиалесоохрана», который непосредственно на тушение пожаров облачность воздействует в том месте. Но на сегодня сложная ситуация не только в республике, сложная ситуация в Магадане, сложная ситуация на севере Хабаровского края. И он сейчас между 3 субъектами курсирует и при наличии ресурсной облачности воздействует. Но есть проблема, что вот этот антициклон, про который я говорил, он и не запускает воздушные массы именно с флагой, на который можно воздействовать. Ну, будем надеяться, что все пройдет у нас в республике благополучно. Благодарю вас, Андрей Николаевич, за оперативную и достоверную информацию. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.